Он боялся радоваться этой мысли. Неужели счастье так просто само придет в руки? Передать внутренний мир героев, их мысли и чувства. Чтобы добиться этого, нужно не просто произнести текст, но и оживить его, заставить слушателя почувствовать всю глубину и мощь авторского замысла. 23 ученика различных школ Ингушетии показали настоящее мастерство, прочитав отрывки из классики русской и ингушской литературы. Каждый из них показал, проникновенно прочитать произведение может даже самый юный человек. Когда Сережа пошел спать, Чижик еще был жив. Сережа долго не мог заснуть. Всякий раз, когда он закрывал глаза, ему представлялся Чижик, как он лежит и дышит. Утром, когда Сережа подошел к клетке, Чижик уже лежал на спинке, сжав лапки. Ученица 10 класса Наиля Газгиреева выбрала для выступления произведение Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Долгое время она искала тот самый текст. Во многом именно от выбранного произведения зависит успех. После того, как определилась с монологом, наступило время тренировок. Несколько месяцев Наиля заучивала текст и работала со школьными филологами, которые помогали ей с правильным прочтением. На кладбище собралось много народу, и все называли его замечательным человеком. Может быть, не спорю, но он умер, а в моей жизни ничего не изменилось. Я взяла этот текст, потому что он прям сразу, как я прослушала его, я выбирала разные варианты, но вот именно он взял меня прям за душу. Вот. И плюсом я считаю, что самым выигрышным вариантом на живой классике является конкретно монологи, потому что так бывает легче передать чувства самого персонажа, который, собственно, это все говорит. Вот. Поэтому, пожалуй, я и выбрала его. Хава Балаева выбрала для прочтения произведение Константина Симонова «Живые и мертвые». Выбор не случайен. Свое выступление она решила приурочить к 80-летию Победы. Готовилась к конкурсу Хава недолго, не больше недели. Она считает, выбранный ею текст несложный. Особенно страшно было в первом отделении, а всего их было 4. В первом еще не мыли, только раздевали догола и щетками соскребали с тела в шею. В этом произведении мне очень нравится то, что он говорит о девушках, которые вложили все свои силы, чтобы помочь людям. Они занимали в этом произведении большее место. Судили ребят члены жюри. Председатель Союза писателей Ингушетии Хавашна Костоев, председатель Союза художников Республики Муса Мартазанов и поэтесса и заслуженный работник культуры региона Тамара Чиниева. Каждое выступление оценивалось по ряду критериев, основные из которых – интонация, смысл, эмоциональность. В зависимости от возраста ребенок может даже до конца не понимать смысл, да, какого-то высокохудожественного произведения, но тем не менее на каком-то звуковом уровне понять его и донести до слушателя, прочувствовать и вот эти эмоции передать, которые автор заложил в стихотворении. Проникновенное прочтение некоторых произведений не оставило зрителей равнодушными. Дети смогли продемонстрировать не только поразительное знание текстов, но и умение передать эмоции, заложенные авторами художественных произведений. Я шептал: мамочка, ей на ухо, чтобы никто не видел моих мужских слез, вытирал их о ее волосы. Но когда теплушка тронулась, не выдержал, забыл, что я мужчина, солдат, забыл, что кругом люди, множество людей, и сквозь грохот колес, сквозь бьющий в глаза ветер закричал: мамочка! Выбрать лучшего выступающего – работа не из простых, но без победителя никак. Именно он получит гран-при и путевку на федеральный этап. Мария Макиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.